Накануне в немецком городе Бонн прошла акция протеста живущей там таджикской диаспоры. Люди вышли на улицы города, чтобы донести до властей Объединенной Европы альтернативную официальной версию происходящего в стране. Они требовали обратить внимание на проблемы с демократией в Таджикистане на фоне проходившего в Брюсселе заседания Совета по сотрудничеству между Европейским Союзом и Таджикистаном. Пока министр иностранных дел Таджикистана Сираджиддин Аслов договаривался об очередных кредитах в стране, его соотечественники, проживающие в Европе, провели мирный митинг. Несколько десятков активистов с плакатами и речевками потребовали от европейских властей обратить внимание на многочисленные пытки, практикуемые силовыми структурами в отношении оппозиционеров. Среди проблем были обозначены увеличение числа политзаключенных, в том числе среди адвокатов, давление на юристов, не исключая и иностранных, отсутствие сменяемости власти. Эмомали Рахмон, глава государства на протяжении 24 лет. Непосредственно накануне заседания в Брюсселе таджикская внесистемная оппозиция и отдельные деятели Таджикистана призвали Европейский Союз содействовать прозрачности в судебном процессе над активистами партии Исламского Возрождения. Суд, который должен был начаться еще на прошлой неделе, уже дважды переносился без объяснения причины. В обращении отмечается, что встреча представителей ЕС с Сираджиддином Асловым происходит, цитата, «на фоне суда над членами Высшего Совета ПИФТ». Судебный процесс по делу членов ПИФТ проходит за закрытыми дверями. В процессе не могут участвовать даже родственники арестованных. О них нет никакой информации. Неизвестно, подвергаются ли они давлению, могут ли получить юридическую помощь. В обращении высказывается озабоченность тем, что адвокаты Бузургмех Рьоров и Нуриддин Махкамов, которых наняли родственники членов ПИФТ, сами были в скором времени арестованы, а адвокат Джамшед Йоров, который защищал интересы Махмад-Али Хаита, отстранен от защиты. Мы настоятельно просим Совет Европы потребовать от руководства Таджикистана предоставить возможность представителям международных правозащитных организаций, в особенности представителям ЕС, встретиться, поговорить и ознакомиться с условиями содержания политических заключенных, изучить их уголовные дела. Просим потребовать у руководства Таджикистана не препятствовать независимому расследованию преступлений, инкриминируемых властями политическим заключенным. О том, как относится международная правозащитная организация Human Rights Watch к данному суду над оппозицией, в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал исследователь по Центральной Азии организации Стив Сверлоу. В последние годы, к сожалению, разные политически мотивированные суды и судебные процессы проходили именно закрытым режимом. Закрытый суд состоялся, например, когда судился и приговорили к очень длительному заключению, судили фигуру оппозиции Заида Саидова, начиная уже почти 2 года назад. И этот процесс не отличается. Такое ощущение, что власти боятся, чтобы публика знала правду. Есть такое ощущение, что власти также и не хотят или не желают видеть в составе суда или в зале суда дипломатов и других наблюдателей, журналистов. Это, конечно, очень важная часть, важный аспект любого судебного процесса. Это чтобы члены публики и общественности могли понимать, за что судят, что за обвинение. И мы считаем, что этот судебный процесс чуть ли не самый важный в истории послевоенной, постсоветском Таджикистане.